Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал студии Ветви. Всем привет! Сегодня с вами Иван Бронин и Илья Цой. А нам наши девочки бросили вызов. Они предложили нам сделать им макияж. Вот это да. Не знаю, как и что из этого получится. Илья, ты вообще когда-нибудь кого-нибудь красил? Ты серьезно думаешь, что я на этот вопрос могу ответить положительно? Конечно, нет. Я красил забор, полы, стены, в детстве раскраски. И я думаю, что если это по аналогии, да, то можно справиться. Главное не выходить за контур. А фортуна распределила следующим образом. Мне досталась Валерия, ну а Кэпу Мария. Да, я не знаю, как работает камень, ножницы, бумага. Я просто сказал. Просто решили. Ну ладно, что, начнем? Давай. Погнали. Поворачиваемся. Но не дергаемся! Это был второй дубль, и на этот раз все получилось. Вы понимаете, почему мы такие грустные, не потому что мы такие по жизни, хотя немножко по жизни, но на самом деле потому что провод вышел. И когда не дергаетесь, на съемках могут провода отойти. О, забыли. Тупым инструментом в руках судьбы. Ну что ж, мы начинаем наш эксперимент. Сейчас мы приступим к покраске. Для этого я надену свои стильные синие перчатки. Ваня мной брезгует. Понятия не имею, что я буду делать сейчас, но у меня есть небольшой опыт. Я в детстве красил миниатюрки. Моя и точно я. Отдельный привет Ольге Роменской, потому что, когда она увидит это видео, больше она нас не пустит на порог. Как мне сказали, вот это образец моделирования лица. Контуринга. Контуринг. Увлажняющий крем 5 в одном. Выравнивает, маскирует, придает сияние, увлажняет, защищает, девочки. Записываемся на ноготочки. Я взял вот эту вот штуку и взял не зря, потому что здесь написано тональное средство. Так, как это все открывается? Ну, так сложно. Давай. А, нет, он откручивается. Как большинство мужчин, я считаю, что, в принципе, Ты не жалей. макияж как Я бы... готова к эксперименту. Да, мы немножко затемним. Это в Японии есть такая субкультура гангуров, когда очень белокожие японки становятся очень темнокожими. Что, это наносить на кисть или прямо на лицо Как сразу? хочешь. Ну, там на рисунке это вот примерно так выглядит. Нацелиться. Так, только не трогай. Всем привет! Пока Кэп и Ваня будут наносить макияж Лере и Маше, я расскажу вам интересные факты о косметике. Немного из истории. В средневековой Европе девушки всяческими способами пытались отбелить свои лица, потому что это считалось модным. Для этого они использовали маски из мела, свинца и хлорида ртути. А, кстати, еще был такой совет в видео. Ну-ка, втяни щеки. Это естественные линии. Естественные линии, получается. Я не знаю, зачем они, но они... Ну, то мне тоналкой проводить надо. Позволь решать мастеру. Хорошо. Я тут слишком много намазал, а тут, получается, не размажешь. Поэтому мне нужен ватный диск. В тех местах, где крем начал подсыхать, он дает прекрасный оранжевый оттенок. Так, типа, да? Что? А, он во все попадает, да, типа? Только кроме черного. Какой смысл тогда их так распределять? Чего одну не сделали? А как? Легонечко просто вот приписайся. Ничего не делается тогда. Так ничего не мажется, вот говорю же, надо давить. Идеальная, как это сказать, идеальная фактура. Я буду еще говорить немножко с итальянским акцентом, потому что это делает очень эффектно, как будто я знаю, что делаю. Если кто-то будет говорить, что это вы не понимаете, что так не делается, в Италии, в Милане все так уже делают. Италия — это не Милан. А, блин, она толстая. Что? Не ты толстая, кисть толстая. Ты на свой счет тут давай. Блин, она толстая. Кисть. Что дальше? Подсказывайте.
Контур. Контур в смысле лица. Макияж в русском стиле был более безопасный по сравнению с европейскими веяниями. Наши соотечественницы использовали обычную муку. И все. Наши соотечественницы использовали обычную муку, сок свеклы и уголек. Этап 3. Мы растушевываем. Берем для этого самую большую кисточку, как мне подсказали, лицо. Очень хорошо. Как красиво сразу становится. Вот я тебе помогу даже. Он просто мажет, я не забор, Ваня. И вот делаем контур. У нас получается Витино лицо. Витино лицо получается. Капец вы капризные, я не понимаю. Им тут вот стараешься, да, вот душу вкладываешь. И что-то тут... Где тут, в каком месте твоя душа находится? Ну, можно немножко крылья носа затемнить, чтобы нос был потемнее. Вот так сейчас в Европе очень модно вот таким вот образом. Это очень натурально выглядит и очень выгодно подчеркивает нос. Следующий этап и новая подсказка. Опять новое непонятное для меня слово консилер. Попробуем. Еще была подсказка из зала не испортить его. Окей. Так, ну ладно, сойдет. Элегантную тень добавили, аристократические скулы, как в Гасконии. Следующий элемент, это мы переходим к самой главной part, это глаза. Синий цвет очень модный. Это. А шею будешь мне красить? Нет, зачем? Шея не лицо. Я и закрыть можно. Мажестик. Да, он точно сейчас мои мешки подчеркивает от недосыпа. А брови? Такое дело. На брови мы не договаривались. В смысле? Нет, брови Ладно, тоже хорошо, надо. давай. Как красиво, невыносимо. И расслабься, Нет. потому что это будет больно. Доктор, я боюсь. Смотри, у меня полчаса. Он называет себя мастер. Сюда, пожалуйста. О, я только сейчас увидел, что я нарисовал. Масака! Ты дергаешься и вообще должна сидеть и как статуя. До съемок он назвал меня колбасой. Нарисовали. Я недавно посмотрел фильм «Валериан и город тысячи планет», и вот 1000 планет. В 18 веке косметика стала очень популярной. В моде все так же контрастный макияж. Но теперь девушки стали рисовать на висках голубые прожилки. Но что самое странное, появились накладные брови, сделанные из мышиных шкурок. Опять же мы берем тени, но уже другую кисть и будем красить глаза. Ты мне делаешь вечерний макияж, да? А какой дневной? Для меня дневной макияж, когда его нет. Туда-то зачем? Тут так нарисовано. Где? Где? You're gonna go to the record store. You're gonna give them all your money. Radio plays what they want you to hear. Ой, как прекрасно получилось. With me, oh yeah. Решил это размазать, да? Ладно, хорошо. Закрывай глаз. Money and everything's gonna be alright. I was Cleopatra, I was young and an actress. Все такие с такими улыбками стоят за камерой, просто жесть. Потом ты тоже будешь улыбаться, когда Кэп будет. Да я больше никогда не буду улыбаться. No more flipping burgers, but in really hot, you know I don't. Ладно, собрались. Глаз закрыла. Макияж получила. Все. Остался рот, а точнее губы. А ресницы? А стрелки? Об этом я не подумал. Давайте стрелки. Ну что бы и нет. Так, чем рисуют стрелки? Тоже карандашом? Лайнер. А далекий делать?
В Древнем Египте косметикой пользовались представители высшего сословия, но простые женщины, мужчины и даже дети подводили глаза. Считалось, что подводка защищает от злых духов. Это что? Вы не подвели глаза, я иду к вам! А вот выщипывание бровей в Древнем Египте означало траур. Выщипанные брови символизировали скорбь по умершей кошке. Что, как было? Вот это уже получается. Ну-ка, открой. Капец, это просто... О, сработало. Да невозможно. Когда долго слишком выводишь, то может путаться. Нет, не надо там! А где? В крае просто? Да. Блин. Это типа родинка. Здесь стариковские мушки мне рисуют. Ресницы. Как тут в глаз не попасть, я не знаю. Заранее прости. А, ну да, конечно. Это краснее глаз. Это так, да, делается? Что там, родинка еще одна? У меня ресницы не здесь. Подожди. А правда говорят, что если рот не открываешь, то типа все. Почти завершающий этап. Губная помада. Выпустите меня отсюда уже поскорее. Это была твоя идея. Целиком и полностью. О, Ну давай крась. Красной помадой. Сейчас посмотрим. Еще и без. завершающий этап нашего мейкапа. Замарать пол румянами. А там чуть-чуть надо было на ямочке вот сюда. Румяна наносятся на яблочко. С моей точки зрения, как бы весь мейкап наносится на яблочко. На репу. Превосходно. А пудрой нельзя покрыть вот так, чтобы это все немножко смягчилось? По идее, это мало. В Америке в 1918 году Max Factor придумал все самое необходимое для создания макияжа – тональный крем, пудру, румяна и накладные ресницы. Он первым применил теорию о цветотипах. В его салонах впервые открылись кабинеты для брюнеток, блондинок, шатенок и рыжих. Вот что у нас сегодня вышло. Для первого раза, я думаю, совершенно неплохо. И Валерия может, не стесняясь, пойти в любое ночное заведение и блистать там Где на темно. уровне голливудских звезд. Лера, ты звезда сегодня. Поеду в Вегас. Главное ведь не результат. Главное – это старание. Это главное – подход с душой. И вот мы его можем наблюдать. Смотри. Красиво же, ну что ты закрываешься? Ты смотри сюда, полный. О, Подожди, я не хочу смотреть. Рано или поздно это случится. О, Господи, почему это все распад? Этот стиль я называю французский неогранж. Это очень будет модно в 2019 году. Почему мне осталось 5 ресниц? Стрелки, как на железнодорожном полотне. Да хватит дергать зеркало, можешь сюда поставить? художника обидеть каждый гораздо. А вот рассмотреть... Ну, я рассматриваю. Брови, конечно. Ну, ты все размазал, вот я чувствовала, что все размазал. Вроде как губы более-менее нормально получились. И румяна. Ну, и то это много. И бордовый шикарно сочетается с зеленым. И он хорошо подчеркнул мои фингалы под глазами. Даже немножко добавил. Мне вот слышится, что ты как будто расстроена. Но по итогу мы можем видеть, что даже таким, казалось бы, простым повседневным вещам нужно учиться. С вами была Рая, вы смотрели канал Ветви. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Все. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ.